конференциях обсуждают, как вы сказали, различные аспекты этнической прессы. Мне кажется, вот сегодня вообще в современном мире очень важно развитие именно этнокультурного составляющего, и особенно в средствах массовой информации. И вот как раз наша конференция направлена на то, чтобы обсудить эти вопросы. К нам приехали представители из Финляндии, Соединенных Штатов Америки, из Казахстана, есть представители Московского государственного университета, из Республики Тыва, а также заочно, то есть своими докладами, тезисами участвует и всего где-то представители 10 вузов России, и там Армении в том числе тоже. То есть в этом году мы расширили географию. Это в прошлом году тоже была такая конференция аналогичная, где мы обсуждали вопросы этнической прессы. Так что я надеюсь, что оно будет оказывать воздействие практическое на поддержку, на развитие этнических СМИ. Вы знаете, в принципе, этническая пресса в России развивается неплохо. И это видно даже вот по той выставке, которая здесь представлена, якутской прессы. С одной стороны, она развивается неплохо, она востребована народами, представителями этноса. С другой стороны, конечно, как и большинство других СМИ печатных, она сейчас находится в кризисе, испытывает большие трудности, в первую очередь финансовые, потому что это дорогостоящее удовольствие. Пресса, особенно пресса для малых народов. Поэтому, конечно, трудности, с которыми надо как-то работать, видимо, решать эти проблемы. Но она развивается. Во всяком случае, сейчас до определенного момента были позитивные, скорее, процессы. Собственно, мы не проводили такое масштабное исследование именно этнической прессы. Мы проводили исследования, вот последнее наше исследование на факультете журналистики с коллегами, мы проводили исследования газет средних и малых городов России. В том числе туда, конечно, попадали и пресса этносов. Но вот таких репрезентативных цифр по поводу этнической прессы, мы не ставили такой задачи. Другое дело, что вот мы сейчас проводили исследования, которые будем представлять по якутским районным газетам совместно с нашим коллегой из Якутского университета Олегом Гавриловичем Сидоровым, заведующим кафедрой журналистики. И, в общем, там довольно вдохновляющие цифры. Действительно, якутские газеты на языках местных народов, они, в общем, представлены очень широко, и это нас вдохновило и обрадовало. Основная проблема заключается в том, что и в резервациях обычно есть вожди, скажем так, и определенное руководство, которое требует, чтобы журналисты определенным образом представляли то, что происходит, скажем, у них, И всегда у журналистов есть дилемма, работать и быть, репортаж делать именно про то, что хотят услышать эти, скажем, руководители, или все-таки то, что они сами видят вокруг, и быть более объективными. Здесь в конференции я буду говорить о этнической прессе в Республике Карелия, в России, которую я сам исследовала. Но мог бы сказать что-то о Финляндии, так что, в принципе, если говорить о этнической прессе, вот эта пресса малочисленных северных народностей, в основном сами в Финляндии. И, значит, там ресурсов мало, так что это зависит от государственной поддержки. Так что практически нет, скажем, газеты есть, но не в Финляндии, но в Норвегии, но тоже читатели существуют и в Финляндии. И с государственной поддержки делаются самские новости в телевидении. И они тоже такие общие, что там общие новости из Норвегии, Швеции и Финляндии. Так что вместе они могут делать немножко больше, чем отдельно. Если говорить о телевидении, самские новости в телевидении, тогда аудитория довольно большая, но не только, потому что там идут субтитры на финском. Так что я иногда посмотрю эти, и они показывают по всей стране, не только на севере. Так что аудитория может быть десятки тысяч, даже 100 000 человек.